Мероприятие такого масштаба в нашей стране планируют проводить впервые. И речь тут не только об его участниках. На предстоящем форуме предполагают создать национальную стратегию. Этакую программу действий, которую поддержат все общественные силы республики. Главное, конечно же, не обсуждение документа, над которым привлеченные специалисты российской консалтинговой компании работали больше года, а ее выполнение. Выработка национальной стратегии, которая позволит перейти к продуманной реализации долгосрочных задач развития нашей страны. Она даст ответ на вопросы, что мы хотим и за счет чего мы хотим этого достичь. Суть этой работы, этой программы заключается в том, что было обозначено, чего, собственно, в экономике хотелось бы добиться в Абхазии. Это было как-то оцифровано, было какое-то, так сказать, вот такое видение того, как это вот должно быть устроено, как мы должны жить экономически и каких результатов цифровых добиться. А дальше были предложены варианты, даже не предложены, а вернее выработаны варианты, за счет чего, за счет каких драйверов можно добиться улучшения этих показателей, и чтобы эти драйверы заработали, что надо сделать. Вот почему мы думаем, что это? Потому что верим в нее, потому что этим занимались серьезно. Если у кого-то есть другие какие-то программы, может быть, лучшие программы, пусть предлагают их. Спикеров на форум отбирали очень тщательно. Приоритет был отдан специалистам московской и турецкой абхазских диаспор и членам Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Местных спикеров выбирали из числа политических и общественных деятелей. Остановили свое внимание на тех, кто готов предметно, без политических подоплек, говорить о будущем Абхазии. Нам необходимо получить вот это вот одобрение, да? То есть это должно было быть, она должна была быть утверждена и должно было дать задание двигаться дальше. Программа была передана, Министерство экономики само занималось, собственно, активное участие принимало в разработке этой программы. Она была передана правительству, она была передана в администрацию президента. Потом ее, насколько мы знаем, ее передали в парламент. Одним словом, по каким-то причинам этого не произошло. И вот мы продолжаем настойчиво стучаться, теперь мы проводим большой форум, на котором хотим уже презентовать ее не в узком кругу кабинета министров или руководства, а все-таки привлечь как бы экономистов, привлечь представителей общественности и сказать: слушайте, давайте, вот у нас такая программа есть, если она нам нравится всем, давайте двигаться. Накануне масштабного форума появилось много разговоров о том, что программа недоработана, да и вообще это не панацея, которая сможет спасти страну. Все домыслы о несовершенстве документа организаторы форума отвергли. В каждой программе есть свои этапы. Нужный этап программы завершен, предложены 25 шагов, инициатив, действий, по-разному можно назвать. Дальше Вообще программа это написана все-таки для того, чтобы она стала, или что-то подобное было бы в плане работы правительства. И поэтому, если 25 шагов эти или там какие-то другие, они одобряются, затем наступает просто следующий этап. Поэтому сказать, что программа не закончена, не совсем корректно. Более, такой вот прикладной характер носит эта программа. И она на мой взгляд, она ни в коем случае не противоречит вот этому большому труду ЦСИ, такому глобальному, я бы сказал. Но она носит более уже конкретный характер. Презентация программы «25 шагов по развитию экономики Абхазии» до 2025 года состоялась еще в 2017 году. Спустя год с небольшим документ выносится на обсуждение крупного национального форума. Организаторы национального форума и группа авторов стратегии «25 шагов» надеются на конструктивный диалог и критику, которые в итоге должны привести к поиску выхода из сложившейся ситуации, чтобы борьба с коррупцией, реформы правоохранительной и других систем не остались просто пожеланиями и чаяниями народа. Организаторы форума заверили журналистов, что новая программа как раз предлагает пошагово варианты развития при минимальных затратах. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.